Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» со Светланой Кадыровой. В течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Стратегию развития беспилотной авиации до 2035 года утвердил в июне правительство России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вот многие компании сегодня в условиях СВО круто меняют свое производство или дополняют и становятся на новые рельсы. И производят те же самые беспилотники. Об этом сегодня говорим с нашим гостем. Сегодня у нас Артем Владимирович Барахтин, генеральный директор компании «Аркадемия». Здравствуйте. Здравствуйте. Производили промышленных роботов, стали производить беспилотники. Вообще, что это? Для меня беспилотник – это то, что летает. Вот, да, как раз в этом и есть определенная тоже проблема, что сейчас центр, как говорится, взоров устремлен в сторону именно летающих беспилотников. И совершенно незаслуженно не уделяют внимания другим видам беспилотников. Ведь есть беспилотники, которые ездят по земле, которые плавают по воде, под водой. Вот. И данные беспилотники, они делают то, что не могут сделать летающие. Вот. Что это такое? То есть сейчас перед нами находится универсальная беспилотная платформа, которую мы называем «младшей». Потому что есть еще универсальная беспилотная гусеничная платформа «братишка», то есть то, с чего начиналось. Вот. Как все началось? Все очень просто. Наверное, у всех, у каждого есть в близком кругу кто-то, кто сейчас на переднем крае служит на СВО, как бы. Вот также у нас оказалось, что в нашем кругу есть человек, который был там. И все началось с истории, когда был ранен боец, и он лежал, значит, на поле боя во время именно перестрелки. Его пытались вытащить, в результате еще 3 раненых. То есть для того, чтобы спасти одного раненого, получили еще 3 раненых. Эту историю нам рассказали, зная, что мы занимаемся роботами. Конечно же, они сказали: ребята, как было бы здорово, если бы был такой робот, который мог бы подъехать, зацепить раненого и просто буквально его там проволочь 20, там, может быть, 30 метров до ближайшего окопа. Железный медбрат, железная медсестра. Правильно. От этого и на самом деле прошло. То есть братишка, это вот, да, это медбрат. Ну, ребята сказали, через 3 месяца у нас появился, скажем так, прототип, который мы уже начали обкатывать, начали пробовать. Ну, вот, далее мы начали, скажем так, правильно выразиться, углублять локализацию, потому что очень много все равно приходилось покупных, скажем, элементов ставить. То есть мы уже, когда первый экземпляр сделали, начали его обкатывать, поняли, что какие-то комплектующие можем сделать, во-первых, самостоятельно и даже лучше, чем они есть в продаже. И постепенно мы увеличивали вот эту вот локализацию. Буквально вот несколько дней назад испытание он прошел на полигонах Донбасса. Вот, мы его показывали военным, обкатывали в разных условиях, получили обратную связь, получили пожелания, получили, скажем так, хотелки под их задачи, потому что было очень много офицеров, которые представляли разные рода войск, у всех разные задачи на разных участках фронта, и каждый из них практически нам написал: было бы здорово так, было бы здорово сяк. То есть мы собрали достаточно большой перечень пожеланий. Вот, сейчас мы продолжаем разработку и уже готовы буквально вот сейчас приступить к выпуску пока мелкой серии, ну и рассчитываем, что если будет дальше спрос и поддержка, то уже можем выпускать достаточно крупносерийно. Что может эта беспилотная платформа? Данная эта беспилотная платформа, она, как я сказал, уже носит название «младший», то бишь «младший брат». Это разведывательно-диверсионная версия. Вот данная платформа – это сапер. Вот вы видите здесь кузов, то есть какая задача? Данный беспилотник, он достаточно быстрый, скоростью до 30 км в час развивает. То есть сюда кладется мина, он быстренько, незаметно, так как имеет очень низкий профиль, подъезжает, допустим, к танку, сгружает мину, то есть кузовок поднимается, мина падает, он быстренько уезжает, мина дистанционно подрывается. Вот. Либо он может использоваться, да, тоже для дистанционного минирования. То есть его можно послать в какую-то опасную зону, или просто, чтобы это было незаметно, он тоже подъехал, аккуратненько мину сгрузил, тихонечко уехал. Это вот про конкретную версию, которая стоит сейчас перед нами. Есть такие же версии, как камикадзе, когда нужно подъехать к какому-то защищенному, скажем так, объекту, и там уже, ну, как бы, тихо мину не сгрузишь и не уедешь, там надо просто сразу действовать. И также есть именно разведывательная версия, когда данную беспилотную платформу можно просто снабдить дополнительным
навесным оборудованием, которое уже может выполнять разные задачи. Здесь может стоять тепловизор, здесь может стоять какая-нибудь РЭП, например, да, для подавления. Здесь могут другие какие-то разные датчики, все что угодно. То есть все, что душа пожелает, сюда можно установить и использовать для того, чтобы незаметно куда-то подобраться, может быть, запеленговать, например, там, артиллерию или еще что-то. Для того, чтобы сберечь солдат, для того, чтобы не посылать в опасные точки, вот можно использовать данную универсальную гусеничную беспилотную платформу. Когда будете, я так понимаю, что это все будет отправляться уже в зону СВО, каким образом, сколько их будет, после пожеланий, там, может быть, количество их как-то нарастите, и ну, вот для каждого из вас что это? Вот начну с того, что да, у нас вот еще есть как раз старший брат, который братишка называется. Изначально он разрабатывался для эвакуации раненых с поля боя из зоны, как раз простреливаемой зоны, куда нельзя послать человека, ну или там очень опасно. Вот. Его задача, еще раз говорю, во время боя прям подъехать к раненому бойцу. Раненый боец, он имеет всегда стропу и карабин. То есть он просто на карабине зацепляется, и братишка его волоком быстренько утаскивает. Вот. Но это одна из его задач. Еще раз говорю, как только мы вообще показали еще первый прототип, сразу посыпались различные предложения и пожелания. Сейчас мы работаем над, значит, турелью дистанционной, куда ставится пулемет. То есть уже беспилотник может подъехать на огневую точку, встать. Значит, оператор переключается уже на управление турелью. Турелью он наводится, там электронный прицел. Все рассчитывается полет пули в зависимости от расстояния, от наклона, там, от позиции самого беспилотника. И самому стрелку не надо вот эти вот все поправки брать, считать. Он уже просто наводит крестиком на цель и открывает огонь. Вот. То есть это боевое, это вот применение, это эвакуация раненых. Также это транспортная как бы задача, это подвоз боекомплекта, значит, непосредственно там к окопам или еще куда-то. У него достаточно большая грузоподъемность, он может тащить за собой, значит, прицеп, туда можно загрузить БК. То есть можно его просто дистанционно подвести. В дальнейшем мы планируем разработать даже версию, которая будет автоматически следовать за наступающей группой бойцов по электронной метке. То есть у бойца электронная метка, они идут, наступают, он тихонечко за ними катится и везет боекомплект с собой. Вот тоже, опять-таки, еще раз говорю, его можно разным, значит, навесным оборудованием снабдить, он может и разминированием заниматься, он может, скажем так, его если рэбом снабдить, он тоже может подавлять какие-то электронные там устройства. Он может заниматься разведкой, он может ставить дымовые завесы. У нас уже разработаны специальные пушки, которые метают дымовые гранаты. То есть задач очень много. Ну, просто вот в условиях СВО, мы понимаем, что сейчас была вот такая всеобщая мобилизация наша скорее, да, здесь и разработчиков, и бизнеса, технологий, и вот это все создается. Не зря все-таки в прошлом году только была принята программа по развитию беспилотной, к сожалению, да? авиации. К авиации при этом. Но только в прошлом году. Задача стоит за 6,5 лет создать фактически эту новую отрасль, мы уже об этом говорили. Вообще это реально, на ваш взгляд? Не поздно ли мы начали вообще? Или когда это правильнее было бы сделать? Как вот говорят, у нас же есть такая пословица: мы долго запрягаем, но быстро едем. Я думаю, что, конечно, мы поздно это начали. Вообще надо было это раньше заниматься. Вот. Сейчас это можно сделать и медленно, и быстро. Если будут специальные программы именно субсидирования и поддержки данной отрасли, то это вообще легко сделать. Есть еще одна проблема. Вот мы наше оборудование через Министерство обороны не продаем, и как бы пока не видим вообще возможности с ними сотрудничать, потому что, чтобы довести до тех параметров, которые требует Министерство обороны, пройти всю вот эту вот бюрократическую процедуру, ну, как ребята шутят, сами там бойцы, я имею в виду, эта война кончится и начнется другая. Поэтому в основном у нас сейчас, кстати, уже появляются заказчики, предзаказы на несколько десятков штук в месяц. У нас уже, ну, как бы есть заказ на 50 штук в месяц. Достаточно большое количество заказов сейчас начинаем собирать. И это все в основном за частные деньги, за какие-то спонсорские деньги. Это фонды, которые помогают бойцам. И вот здесь есть проблема. Практически все это делается, еще раз говорю, за деньги частников. То есть это не бизнес для бизнеса. Да, соответственно, там... А мы НДСная компания. То есть у нас вот есть проблема в том, что мы
вынуждены набрасывать вот этот НДС, мы еще покупаем часть комплектующих, к сожалению, покупаем в Китае, вынуждены, потому что в России просто нет производителей. Вот. И то есть мы, покупая комплектующие из Китая, вынуждены растамаживать, платить вот этот налог, потом еще дальше платить налог. Вот. И у нас получается, что люди, которые покупают за свои деньги для фронта, они, извините, платят этот налог, соответственно. Вот очень было бы важно, скажем так, освободить производителей различной продукции для СВО, а их ведь много. Я не говорю только про беспилотники. Это много компаний, которые что-то шьют, там, маск-халаты, маскировочные сети, очень много различных организаций. Специальный льготный налоговый режим, вы об этом сейчас говорите. Конечно, льготная растаможка при получении различного, допустим, сырья или комплектующих для целей, ну, как бы, если это идет на производство именно изделий для СВО. Ну и освобождение от налогов. Речь не говорит о том, чтобы всю компанию освободить, а вот узкоспециализированную продукцию. Это направление. Да. Но при этом вот сейчас по заявлению ряда экспертов, основным заказчиком все-таки по беспилотникам выступает государство. 70% заказов приходится на госкорпорации, компании, которые уже выполняли заказы от государства. Но при этом все-таки игроков на этом рынке не так много. Ну, опять-таки, да. Вот мешает именно это? Ну, видите, или не только? Вот мы сейчас говорим все об авиации. Беспилотная авиация для гражданских целей, конечно, это корпорации. Тут, ну, как бы далеко ходить не надо. Естественно, большие корпорации имеют большие задачи, которые очень хорошо бы, например, там, мониторились там, с помощью беспилотников. Опять-таки, все авиация, авиация, авиация. Что нужно включить в эту программу? Ну, ее просто надо расширить, чтобы это была не авиация, а вообще беспилотная техника. Вот, да, беспилотная техника. Ведь очень много беспилотников. Есть же надводные. То есть сейчас фактически вот это то, что мы сегодня принесли, это не является, то есть с виду это... Не с виду, это прям беспилотник. Нет, это прям беспилотник, мы говорим. Летающий. Но в принципе, как таковой, он не имеет своих, ну, своего правильного названия в системе госконтрактов, корпораций и так далее, и так далее. Ну, сейчас, скажем так, все очень быстро меняется. Я опять-таки не даю там голову свою на отсечение, что там имеет или не имеет. Возможно, он сейчас какие-то и получил там свои коды, но я, по крайней мере, об этом не знаю. Я не знаю никаких программ, а я в этом очень хорошо разбираюсь, так как я работаю в высокотехнологичном бизнесе, хорошо знаком с программами и ФРП, и различных фондов, таких как Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд содействия инновациям. Ну, практически все я эти программы знаю. Но мы туда, ну, скажем так, мы туда никак не подпадаем. Мало того, что мы вообще туда не подпадаем, потому что это, в принципе, вещь военная. Вот. У него очень много гражданских вариантов применения, но сейчас это пока не актуально. Сейчас все для Родины, все для победы. В чем гражданском? Я так понимаю, мы сейчас опять я повторю, что беспилотные летательные аппараты, да, которые сегодня востребованы в разных сферах экономики абсолютно. А вот эта техника в мирной жизни для чего? В мирной жизни у нее тоже очень много применений. Мы даже получали, скажем так, запросы, опять-таки, от тех же самых корпораций на беспилотники наземные. Например, есть задача транспортировки чего-либо. Мы конкретно получали, скажем так, вопрос касательно беспилотника для транспортировки определенных проб из, скажем так, места их отбора до лабораторий. То есть это огромные территории, где идут горные различные разработки, и отбираются пробы, их надо отправить в лабораторию. Там расстояние по 10, 15, 20 километров. Гонять туда целую машину ради там маленькой такой там пробирочки или там кулечка там с каким-то материалом, ну это просто как бы нерентабельно, если ты считаешь деньги. Можно вот зарядить что-то типа такого, то есть это может быть колесный, если есть дороги хорошие, да, либо гусеничный беспилотник. То есть где-то пробу отобрали, там, отправили, не знаю, на вторую точку. На второй точке отобрали, положили, потом ушел в лабораторию. То есть экономия времени, экономия средств идет. Это вот транспортная, допустим, задача. Другая задача может быть, скажем так, опять-таки, это, ну, не знаю, патрулирование территории. То есть одно дело ты делаешь на летающем беспилотнике, опять-таки большая разница. Да, летающий может взлететь и осмотреть большую территорию, но у него время автономной работы не такое большое. Вот. Любой ездящий, скажем так, ездящий по земле беспилотник, он гораздо более автономен в плане работы, скажем так, да, то есть ему не нужно подзаряжаться. Вот.
У нас братишка, он работает именно прям вот не когда он в паузе находится, а непосредственно в движении до 16 часов, в зависимости от пересеченной местности. Если большая нагрузка, большой груз, и местность сильно пересеченная, то до 8 часов. Вот. Ни один летающий беспилотник, он не обладает, во-первых, такой грузоподъемностью и, скажем, такой автономностью. Нам также те же самые солдаты, там, да, которые смотрели, они и говорят, что да, летяги, как они их называют, такого не смогут сделать. То есть вот наземный беспилотник, да, они эти задачи выполняют. Вот. Также и в гражданской, скажем так, сфере, опять-таки, патрулирование, перевоз каких-то там грузов логистических, какие-то там разведывательные миссии, там, я имею в виду в плане там какие-то стоят датчики, куда-то его послать, что-то замерить, что-то посмотреть. Вот. Там для, пожалуйста, применения в различных чрезвычайных ситуациях, когда нужно подъехать, что-то посмотреть, ту же самую, там, не знаю, взрывчатка, не взрывчатка, сделать какой-то осмотр, или труднодоступная какая-то местность, где тоже вот опасно, допустим, находиться. Сфер применения очень много. Да, много, конечно. В принципе, вы готовы перестроить работу компании полностью под работу с нелетягами? Ну, мы-то с летягами не работаем. Вот я говорю, вот с нелетягами, я имею в виду, с платформами. То есть насколько, в принципе, вы готовы, или это временная история только для того, чтобы сегодня помочь нашим там на СВО? Ну, во-первых, начну с того, а зачем или? Зачем перестраивать? Мы сделаем и. То есть мы будем продолжать выпускать промышленные роботы, и мы будем продолжать выпускать беспилотные платформы. То есть не вы делайте выбор туда или туда, а делать и то, и другое. Как вы считаете, в принципе, в России будет будущее? Вот сейчас в нацпроекте мы говорим, да, это летательные аппараты. Что нужно туда еще включить, чтобы получить финансирование на создание и платформ, в том числе беспилотных? Ну, сложно так сказать, вот, как говорится, с разбегу, что нужно включить. То есть нацпроект – это всегда деньги. Это крупные средства, которые вкладываются в развитие, в производство, в технологии, в людей. Что нужно включить? Вот почему? Вот это считается игрушкой условно, да? Почему это не считается столь важным, как летательный аппарат? Наверное, начать надо вообще-то с обсуждения, скажем так, потенциальных заказчиков и потенциальных производителей, потому что любая идея, она требует диалога, она требует обсуждения. Что надо включить, я еще раз говорю, я не готов сейчас так быстро сказать, вот, потому что проблем очень много. Проблемы есть с комплектующими, которые приходится закупать. Проблемы есть, скажем так, опять-таки, да, с каким-то там законодательством. Проблемы есть с... Вот даже, вот правильно, да, нацпроект — это когда есть определенный план, и все стараются ему следовать, и люди смотрят, раз есть нацпроект, это же здорово, да, мы тоже хотим прислониться там бочком к нему и что-то там у себя беспилотное сделать. Это очень хорошо, нужно просто сформировать понимание, где их можно использовать именно с той вот эффективностью, которую они могут выдать. То есть все-таки вы считаете, что после завершения СВО рынок это все равно будет развиваться, да? Да, конечно. К этому придем. Конечно. Любые, на самом деле, посмотрите, любые изобретения, которые вот делают скачкообразный рост, затем вообще, скажем так, экономики, развития, все же придумалось для войны. Ты придумала до войны? Да, конечно. То есть, опять-таки, скачок в медицине после того, как, ну, скажем, в Великой Отечественной войны японцы очень сильно попытали военнопленных. Их данными воспользовались американцы. И очень много, на самом деле, медицинских было сделано открытий. И понимание там течения тех или иных там болезней, обморожений, например, как это происходит. Потому что, ну, извините, опыты делались на живых людях. То есть раньше были только определенные, скажем так, домыслы, какие-то там те самые понимания. Вот во время войны очень неэтично, очень все вот так вот произошел определенный скачок. Когда идет война, все начинают напрягаться, все начинают думать, что-то изобретать, а потом это просто тихонечко перетекает в гражданку. Конечно, и поэтому здесь тоже так же. Но при этом все равно по рынку беспилотников, если посмотреть на цифры, то есть буквально там 2021 год где-то 2500 беспилотников, 2022 год уже 5000, мы понимаем, да, какой рост в 2 раза скачок? Конечно. В принципе, вот о каких перспективах мы можем говорить? То есть насколько этот рынок будет расти, и как много ли компаний сегодня на рынке, которые, в принципе, готовы производить как летяг, так и платформу? Вот
Я тут не могу сказать, потому что мы ситуативно подошли к этой теме, да, то есть мы сейчас не думаем ни о рынке, ни о деньгах, то есть у нас минимальная наценка идет только для того, чтобы мы могли содержать свой конструкторский отдел, чтобы мы могли закупать новые станки и потихонечку наращивать производство, именно потихонечку и плавно. То есть мы сейчас о бизнесе не думаем, и я скажу, что мы вообще не смотрели рынок. Мы когда просто начали производить, конечно, мы посмотрели, кто какие делает беспилотники в плане именно наземных. Посмотрели их концепции, там, скажем так, сделали свою концепцию. Но мы сейчас не думаем ни о деньгах, ни о бизнесе. Вот, поэтому я ничего не могу сказать сейчас за рынок. Я точно знаю однозначно просто, что рано или поздно мы к этому придем. Как все пришли там, к автоматизации производства, как все приходят к автоматизации там даже, извините, уж чуть ли не учебного процесса, да, то есть раньше расскажи лет 10 назад, что будут электронные дневники, кто в это поверит и скажет, да какая ерунда, да что вы там это придумываете? А тем не менее сейчас везде электронные дневники. Каким образом созданные вами беспилотники будут отправляться на фронт? То есть это уже решают как раз заказчики, либо вы сами, вот учитывая, что испытание проходило на Донбассе, как вы сказали, либо вы будете вывозить тоже сами? Нет, ну как бы я даже на самом деле не понимаю, как мне ответить на это, как они будут отправляться. В машинах, в прицепах. Понятно, но это будут доставлять, вы сами будете отправлять или все-таки это будут делать заказчики? Ну, это же банальная логистика, это, я даже не знаю, мы об этом не думали, потому что могут заказчики приехать на своих автомобилях, мы можем погрузить, мы можем нанять фуру, загрузить, отправить. Ну, то есть это настолько технический момент, кто-то скажет так, кто-то скажет сяк, не вопрос, и так возможно. Хорошо, все-таки еще раз, когда мы говорим про СВО, ну так мы видим и мобилизацию бизнеса, да, как в производстве, как в технологиях. Конечно. Вот, в принципе, бизнес очень такой, все-таки у нас такой вот социально ориентированный, да? Ну, бизнес сегодня не может быть вне? Вот что, какие смыслы где-то другие заложены? Помимо железок, там есть другие смыслы. Ну, вообще все-таки считается, и мы так считаем, россияне, да, и многие в мире считают, что мы вообще россияне социально ориентированные. Вот, и поэтому мы очень быстро сплачиваемся, когда это нужно. Мы готовы, ну, там, пожертвовать чем-то ради чего-то там, вот. И сейчас, конечно же, это происходит. Есть бизнес, который там, не знаю, пытается отстраниться, например, да, от СВО, а есть бизнес, который не может отстраниться не потому, что он там технически не может это сделать, а потому что у людей болит душа, и они хотят помогать и вносить свой вклад. Лично для вас вот это, я не знаю, какая-то миссия другая, некая человеческая ценность. Но вы ведь обозначали, что ради спасения жизни фактически, да, все технологии? Ну, изначально, конечно, еще раз говорю, да, братишка делался как раз для того, чтобы спасать жизни на поле боя, чтобы вытаскивать раненых. Ну, какая миссия? Еще раз скажу, то есть все делается для блага Родины, я не хочу там какие-то большие слова говорить, ну, мы все на самом деле это делаем, все по чуть-чуть, все понемножку, не только я, не только наша компания. Ну, это в принципе, и мы с вами уже обсуждали, что бизнес же это все-таки про деньги, но здесь преобладают уже другие смыслы, ценности. Ну, да. Почему, в какой момент и насколько это вот именно, ну, такое отличие российского, татарстанского бизнеса, я не знаю. Но это на самом деле не имеет какой-то привязки российская, допустим, там, или там он татарстанский. Здесь тоже есть люди, когда мы, например, выходили с просьбой там, возможной оказания поддержки, потому что вот, ну, для того, чтобы разрабатывать, все-таки хотелось бы чуть побольше людей нанять, попробовать эксперименты с разными комплектующими, это, ну, достаточно немаленькие деньги. Вот. Мы очень часто от людей слышали, ну, как бы, а как вот вы их вернете там, да, а как же, вот сейчас война кончится, это потом никому не нужно будет. То есть люди сразу про деньги. Есть люди, которые сразу говорили про деньги, и даже, извините, в верхах и политики, да, их интересовали деньги. К сожалению, да, есть такое и среди таких, ну, скажем так, есть и те, кто думает про деньги. Но есть те, кто нам помогал и помогает, как бы, да, кто чем, кто своими возможностями, кто какими-то другими, там, скажем так, вещами. Там ряд заводов, например, да, сказали, ребят, когда вы будете выпускать партию, мы готовы на своих мощностях вам делать, ну, по стоимости материала. То есть
все, что работа, все мы сделаем вам бесплатно. Только вот оплатите материал, оплатите, как говорится, то, из чего это будет делаться, всю работу мы сделаем бесплатно. То есть здесь разные есть. Есть такое, есть такое. Вы, в принципе, в коллективе понимание нашли? То есть насколько вот, в принципе, были едины в порыве производить для фронта? У нас компания такая, что да, она у нас небольшая, и у нас все, как говорится, коллектив сплоченный, и мы все поддерживаем идею. Вот, то есть у нас нет такого, что кто-то был против. Спасибо. Спасибо за то, что ваши разработки сегодня пригодятся там нашим ребятам на передовой, если они для спасения жизни. То есть это великий, хороший смысл и ценности. Спасибо, что были гостем. Всего доброго. До свидания. До свидания.